Доброе утро, наши уважаемые дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». И сегодня мы желаем вам бодрого, хорошего утра, чтобы этот вторник вы встретили в хорошем настроении. Ну и, конечно, это настроение продлилось весь день. Ну, сегодня у нас по традиции в студии будут очень интересные гости, хорошие, замечательные сюжеты, поэтому оставайтесь с нами. И мы начинаем нашу самую семейную утреннюю программу. Хотелось бы, конечно, начать с прогноза погоды. Давайте узнаем, какая погода сейчас за окном. Ну, по крайней мере, в Якутске выпал небольшой снег. Итак, в центральных районах республики по состоянию на 6 часов утра температура воздуха была минус 13, минус 8 градусов. В заречной группе Улусов от 13 до 7 градусов со знаком минус. В южных минус 17, минус 12. В Вилюйской группе Улусов минус 22, минус 17 градусов. В Нижнеленских 18-10 градусов ниже нуля. В западных 10-6 градусов со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 18, минус 3. В Янских минус 13, минус 7. На северо-западе республики от 5 до 4 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 8 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер западно-юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем, утром небольшой снег. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минус 6, минус 4 градуса. Ну, я думаю, что вы уже сориентировались, что нужно будет надеть перед выходом на работу. Ну, а сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Финансирование объектов по программе развития ДФО перенесут в 5 регионах. Речь идет о Хабаровском и Забайкальском краях, Приморье, Камчатке и Якутии. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Мы говорили на совете округа с главами регионов о том, что в результате ошибок в планировании или из-за недостаточного контроля на территории ряда субъектов ДФО мы вынуждены переносить финансирование с одних объектов на другие. Внимание к эффективности и своевременности расходования бюджетных средств мы будем наращивать, сказал Трутнев. В Горном районе завершилось строительство нового моста через реку Кюнкюстях на автодороге Берджигистях-Мытах-Орт. Современная металлическая конструкция САРМ длиной 25 метров призвана обеспечить безопасное и бесперебойное сообщение между населенными пунктами, особенно в период весенних паводков. Мост, доставленный из Иркутска, оснащен 75-метровыми насыпами из грунта и камня для защиты от большой воды. Это уже третье подобное сооружение в районе за последние 5 лет. Аналогичные переправы действуют через реки Кумахтах и Улу. Работы проводятся в рамках Года инфраструктуры на средства субсидий от Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Работы начались 10 сентября, закончились 8 августа. Все работы сданы были в срок. На объекте работали, значит, погрузчик, экскаватор, самосвалы, грейдер, каток. В Алекминске прошел патриотический форум на тему создания условий для формирования активной личности гражданина и патриота. Инициаторами выступили активисты местного отделения «Движения первых». Форум собрал патриотов Алекмы и тех, кому не безразлична судьба Родины, кто готов трудиться на благо Отечества и сохранять память о подвигах героев. Почетными гостями мероприятия стали ветераны боевых действий в зоне СВО. В современное время формирование активной гражданской позиции у школьников, воспитание чувства патриотизма и ответственности за будущее страны становится одной из главных задач. Об этом говорили активисты движения первых, юноармейцы, волонтеры. В заключение состоялся торжественный прием в ряды движения первых. Мы этим форумом хотим показать детям, как важно и нужно
помогать нам сейчас вот в такое вот время. Наша цель показать им пример мужества и доблести героев нашей Родины. В Татинском Улусе прошла презентация книги Анны Маякуновой «Татинский род Аросиных в истории Якутии». Анна Альбертовна – историк, исследователь, автор книг о дореволюционной якутской интеллигенции. Будучи студенткой под руководством Натальи Дьяконовой, уже в 20 лет издала свою первую книгу. Новая книга «Род Аросиных» основана на архивных данных. 3 главы посвящены Аросиным, зятю Алексею Кулаковскому и имевшему тесную связь с Аросинами автору словаря якутского языка Эдуарду Пекарскому. Вышла в печать после 4-5 лет кропотливой и усердной работы. На презентации собрались потомки Аросиных, внучка Эксюкюляха, краеведы, музееведы и учителя. Встреча с автором прошла очень душевно. Видимо, вот как раз среда, в которой они воспитывались, все это способствовало тому, что они взяли на себя в какой-то момент ответственность за свой народ, за народ Саха, и вот как-то попытались все-таки принять очень. Почему говорю попытались? Потому что вот советская власть, она все-таки оборвала, да, вот как раз то, что было начато. Но вот сейчас мы пытаемся все это восстановить и посмотреть на их работу, на их деятельность, на их вклад в историю Якутии уже с другой стороны, и изучать это, исследовать, и все это передать нашим будущим поколениям. Сегодня в студии мы подробно разберем, как семье в Якутии оформить статус многодетной и какие меры поддержки это открывает. Мы ответим на самые важные вопросы. Кого признают многодетными, какие документы потребуются и куда обращаться, нам сегодня расскажет главный специалист клиентской службы Центра «Мои документы» Нюргуяна Попова. Доброе утро. Доброе. Нюргуяна, расскажите, кто признается многодетной семьей в Якутии? Многодетной семьей признается семья, имеющая 3 и более детей до 18 лет, также до 23 лет, при условии, что данный ребенок, достигший 18 лет, обучается на очной форме, либо проходит военную службу по призыву, либо участвует в специальной военной операции. А кто может обратиться за услугой? За услугой могут обратиться граждане Российской Федерации, проживающие на территории республики по постоянному месту регистрации, также граждане, иностранные граждане, то есть семья, имеющая... Семья, имеющая, если один из родителей гражданин РФ, также второй родитель, если иностранный гражданин, то такая семья может оформить удостоверение. А вот на какой срок устанавливается статус многодетной семьи? Статус многодетной семьи по указу президента Российской Федерации 23 января 2024 года под номером 63 о мерах социальной поддержки многодетных семей устанавливается в бессрочном порядке. Но при этом меры социальной поддержки также имеют сроки оказания. Это до 18 лет старшего ребенка, также до 23 лет, но не включительно. При этом дети, достигшие 18 лет, им нужно будет оформлять, то есть продлевать удостоверение ежегодно с предоставлением справки. Наверное, самый такой важный вопрос, да, вот, чтобы оформить статус, какие документы необходимо предоставить и какой срок предоставления результата? В первую очередь, чтобы оформить, потребуется паспорт, паспорта родителей, также свидетельство о рождении всех детей, потребуется еще свидетельство о заключении брака, справки с места обучения для студентов, либо если ребенок достиг 18-летия, то справка со школы. Потребуется еще справка с военкомата о том, что ребенок проходит военную службу, либо справка об участии в специальной военной операции. Также, если ребенок родился от иностранного гражданина, потребуется вкладыш о гражданстве. При этом, если семья впервые оформляет удостоверение федерального образца, такого белого у вас с собой, цвета, да, потребуется дополнительно фотографии родителей. При этом на отца ребенка, то есть удостоверение такое оформляется на семью, при этом отца ребенка вписывают, если
Он является отцом всех 3 детей, и они состоят в зарегистрированном браке с матерью ребенка. Также, если у заявителя имеется старый образец синего цвета удостоверения, да, то он действует до конца следующего года, поэтому не спеша, при наличии они могут оформить до конца следующего года удостоверение федерального образца. И достаточно принести старого образца удостоверения или нужно снова принести все документы? Снова потребуется принести все документы и также фотографии родителей 3 на 4 сантиметра. Куда может потребоваться удостоверение многодетной семьи? Удостоверение можно будет при предъявлении получить скидки в кинотеатрах, в музеях, в театрах. Также можно оформить льготы, компенсационную льготу 30% на жилищно-коммунальные услуги. Еще бесплатное питание в школах, в колледжах для детей, школьников, бесплатный проезд в школьном транспорте, автобусе. Также льгота при оплате проезда картой жителей Якутии. Она распространяется на всех членов семьи. А где можно получить данную услугу? Данную услугу можно оформить в центре «Мои документы». Также можно подать в электронном виде. При этом в случае обращения в центр «Мои документы» срок оформления услуги будет 13 рабочих дней. При подаче заявления в электронном виде срок оказания будет 8 рабочих дней. При этом заявителя будут вызывать к себе в управление соцзащиты, чтобы выдать уже само удостоверение. Ну и, кстати, дорогие друзья, сейчас, пока мы общаемся с Нургуяной, вы видите QR-код, да, по которому можно полностью по ссылке перейти на запись данной услуги, поэтому, если у вас есть возможность, можете это сделать прямо сейчас. Ну и, я думаю, можно нашим телезрителям рассказать, как можно записаться на прием в центр «Мои документы». Записаться можно будет на нашем сайте mvcsakha.ru, либо написать в наш чат в сообществе ВКонтакте. Ну и по данному QR-коду также. Да, в электронном виде. Спасибо большое, Нургуяна, за очень полезную информацию. Я думаю, что наши телезрители воспользуются обязательно, если вы являетесь многодетной семьей. И вам желаем доброго утра. Спасибо. Ну, а утром в большой семье взрослые собираются на работу, ребятишки в детский сад и школу. Нужно всем обязательно позавтракать, но нельзя забывать и об утренней разминке. Ну, а пока я говорю, вы можете найти пару бутылочек с водой или соком и сделать зарядку вместе с нами. Ну, я думаю, что вы готовы. Передаю слово тренеру Марии Варламовой. Доброе утро, Якутск! С вами я, тренер Мария Варламова. И с вами у нас сегодня упражнение с акцентом на руки. Берем бутылочки, либо у кого есть гантельки, берем гантельки. Ноги на ширине плеч, коленки чуть-чуть согнуты. И у нас подъем на бицепс. На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем. Вдох через нос, выдох через рот. Локти стараемся полностью не выпрямлять. По 10 раз, по 2 подхода. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во время отдыха бежим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее у нас второе упражнение. Жим на трицепс, то есть на заднюю часть руки. Ноги на ширине плеч, коленки согнули. Поясницу держим, спина прямая. Локти стараемся полностью не выпрямлять. Внизу вдох и наверху выдох. То же самое по 10 раз, 2 подхода. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Побежали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 и 10. Молодцы. Следующий у нас жим на плечи. Ноги на ширине плеч, коленки согнуты, локти в стороны. Наверху полностью не выпрямляем локти, касаемся бутылочками. Вдох и выдох. Начали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Побежали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. После каждой тренировки обязательно делаем растяжку. Тянем за пальцы рук, растягиваем бицепс. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли руку. Раз, два, 3, 4, 5. Руки за голову тянем на трицепс. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Руку взяли к себе и растягиваем плечи без рывков. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. С вами была я, тренер Мария Варламова. Всем хорошего дня и пока-пока. Ну а если я скажу, что у Марии в руках были бутылочки по 500 мл, то все сразу поймут, какой это объем. Это самый простой и начальный пример стандартизации. Вообще объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины и обозначения и прочие, имеющие перспективу многократного применения, используемые в различных сферах деятельности. Ну а сегодня, 14 октября, отмечается Всемирный день стандартов. Но какие еще события произошли в этот день, расскажем прямо сейчас. На календаре 14 октября. Сегодня Всемирный день стандартов. День работников заповедного дела в России. По народному календарю Покров день. К Покрову крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные дела, убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму. По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока, ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег, значит, он еще долго не выпадет. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: на Покров до обеда осень, после обеда зима. Этот день в истории. В 1833 году, 14 октября, великий русский поэт Александр Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. В 1843 году в этот день впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. В 1860 году открылся оперный Мариинский театр в Петербурге. В 1944 году основан Московский государственный институт международных отношений МГИМО. А в 1964 году в этот день в Советском Союзе избран первым секретарем ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. В этот день родились Михаил Казаков, советский российский режиссер, актер театра, кино, народный артист России. Павел Чухрай, советский российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России. Николай Андрианов, советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион. Алексей Касатонов, российский советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, тренер. Валентин Юдашкин, советский российский художник-модельер, народный художник России. В этот день также родился Анатолий Бурцев, литературовед, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр и Роман. Ну, как мы видим, в этот день родилось много творческих и известных людей. И хотелось бы продолжить тему творчества и искусства материалом, который подготовили наши коллеги из города Улан-Удэ. Сюжет про удивительную выставку кукол Даши Намдакова. Интересен тот факт, что куклы сделаны сестрами Даши по его эскизам. Вот это действительно по-настоящему творческая семья.
В этом зале наша съемочная группа точно не одна. Здесь 20 девушек удивительной красоты. Язык не поворачивается назвать их куклами, ведь у каждой свой характер, своя история, свой путь. Эти красавицы вышли из бурятского эпоса и буддийских притч. Художник Дашин Амдаков воплотил их в эскизах, а его сестры помогли девушкам сойти с бумаги. Даша, если приезжает, то одобряет, бывает. Иногда молчит, если настроения нету. Но потом он, конечно, восхищается. Но он доверяет нам. Первую куклу сделали 20 лет назад. Затянуло, да так, что основная работа ушла на второй план. Младшая сестра по образованию медик, средняя педагог, а старшей менять стезю не пришлось, ведь училась на художника. Она вот то ли присела, то ли она собирается взлететь, вся сосредоточенная, слушает дыхание своего ребенка. И вот это корона. Я вот смотрю на вас, как вы говорите, описываете ее. Мне кажется, она вас гипнотизирует помаленьку. Да, речь теряю. Неудивительно, ведь над одной куклой работают по 3 месяца. Лица вытачивают из кости мамонта, руки из тонкой проволоки, косы из конского и ячьего волоса. Наряды шьют вручную. Каждый костюм отражает характер куклы. Мой взгляд к себе притянула хранительница сновидений. Она смотрит так, будто мои сны точно в ее руках. Наряд девушки сделан из натуральной кожи. Кажется, ею обили и сундук, но на самом деле все куда проще. Но это не кожа, это ткань. А вот это вот собирается из кусочков джинсовой ткани. Сверху кружево нашивается, потом прошивается все это. А эти 3 красавицы за одним стеклом не просто так. Они родились в 2025 году специально для выставки в Бурятии. Опять же, каждая несет свой посыл. Например, эта девушка не просто пьет чай, она медитирует. Чаепитие – это ритуал. Девочка в прекрасном головном уборе, в котором, вы видите, вплетены чайные китайские розы. Это не плиточный чай у нее в чашечке. Это именно чай из лепестков роз. Если она у тебя не получается, или она даже может сниться, да, ночью. Мы вот с куклой разговариваем. Кто-то мне из шаманов сказал, что сильно их одушевлять нельзя. Хочется. Это наши дети, детище наши. Общаются куклы не только с создателями. Каждому показывают что-то сакральное. Она так смотрит торжественно, прям как будто в душу заглядывает. А что еще тебе в ней понравилось? Ее лицо. Да? Почему? У нее карие глаза, как у меня, и красивые брови. У тебя? Да, спасибо. Я почему-то в своей в голове держу образ своей мамы. Вот. И мне кажется, что моя мама, когда была юной, или моя бабушка, вот они выглядели вот так. В планах создать куклам сестер. У Даши Амдакова еще около 50 эскизов. Те, что уже обрели форму, мечтают анимировать. Эти куклы заглянули в душу почти всей России, были в командировке в Китае. А сейчас увидеть их может каждый в Музее истории Бурятии имени Хангалова. Выставка продлится 2 месяца. Александра Фишева, Батыр Халматов, телекомпания «Аригус». Куклы, конечно, удивляют своими образами. И, конечно, львиную долю в создании образов играют их костюмы. И мы представляем вашему вниманию новую рубрику «Формула успеха». Профессия, о которой мы будем говорить далее, сродни искусству. Искусству создавать красоту и уют своими руками. Мастер, чьи руки творят настоящую магию, талантливый дизайнер и швея Алеандра Татонова поделится с нами своей формулой успеха. Доброе утро. Меня зовут Алеандра Татонова. Я основатель швейной мастерской «Тон». Все началось с того, что мне на 25-летие подарили обычную бытовую швейную машинку. И я тогда заинтересовалась шитьем. Начала детям своим шить, потом сестренке. И как-то так пошло, что я
с 2012 года уже помимо своей основной работы начала шить на заказ. Сначала своим знакомым, потом знакомым знакомых, вот так вот, как сарафанное радио пошло-поехало. В 2022 году я получила соцконтракт, и тогда уже решилась, что все, надо уже полностью переходить, заниматься пошивом. У меня бабушка, которую я вообще ни разу в жизни не видела, она, к сожалению, ушла из жизни очень рано. Она была тоже портнихой, она прям по профессии была портной, да. Она жила в Нюрбинском районе и шила там тоже на заказ. И, говорят, тоже очень хорошо шила. Она передала это своей дочери, моей маме. И вот моя мама тоже, она шила не профессионально, но вот нас обшивала. В советское время были же все одинаковые, да. Она, например, покупала 2 пальто, и из него делала мне одно. Например, вот комбинировала, да, что-то. И я была очень модной девочкой. Поэтому чувство красоты, чувство индивидуальности во мне было с детства. Меня восхищает то, что я результат получаю почти мгновенно. То есть я что-то делаю, и сразу прямо на глазах вот так вот все вырастает. И уже как удовлетворение, восхищение, что неужели это сделала я. Самое сложное для меня сделать выкройку и раскроить. Я не знаю, почему это самое сложное, но всегда это во мне вызывает бурю, скажем так, негодования. В общем, я на этом этапе всегда торможу и как можно дольше оттягиваю этот момент. Когда делаешь качественно и с душой, человек, который у тебя заказывал, он обязательно возвращается и рекомендует другим. Большую роль играет качество работы и человеческое отношение. Я, например, своих клиентов многих прям помню по именам. Если они, например, обращаются ко мне 2-й раз, я уже их вспоминаю, да, и уже кому не будет приятно, да, когда ты вот обращаешься и тебя уже помнят, к тебе обращаются по имени. Мне кажется, вот бабушка передала мне вот свой талант, да, и мне кажется, если бы она была жива, она была бы очень рада тому, что я вот занимаюсь этим ремеслом. Как я уже отмечал, львиную долю любого образа передает одежда, костюмы, и особенно это важно на сцене. И мы с вами переносимся на сцену Усть-Нерского дома культуры «Металлург», где в прошедшие выходные торжественно был открыт новый творческий сезон. А на концерте побывали наши аймяконские коллеги. Уже более 60 лет Усть-Нерский дом культуры «Металлург» творит, созидает и объединяет. Именно здесь встречаются таланты и благодарные зрители. Здесь рождаются новые идеи и растут поколения артистов. Каждую осень и зрители, и артисты ждут открытия творческого сезона. Открытие творческого сезона – это своя такая определенная волна вдохновения. Каждый коллектив к творческому сезону относится очень так щепетильно, тщательно, в том плане, что перерыв же был, и вот сейчас вот нужно именно блеснуть, скажем так. Возможно, что-то мы усвоили новое, да, там за лето, возможно, кто-то посетил мастер-классы и так далее и тому подобное. И поэтому вообще, в принципе, открытие сезона – это для нас, вот, в принципе, да, для творческих людей, это, в первую очередь, это показать себя, показать все, что мы смогли сделать за лето. На сцене громовержец Зевс в сопровождении богинь Талии, Мельпомены, Терпсихоры. Сегодня они представляют клубные формирования танцоров, солистов, самодеятельных артистов цирка и драмы. Сегодня в Усть-Нере у нас замечательный праздничный день. Дом культуры открыл свой творческий сезон. Мы, жители поселка, всегда с нетерпением ждем этого сезона, потому что Дом культуры является сосредоточием культуры и творчества
в нашем поселке. Мы всегда с удовольствием ходим на концерты, залы всегда переполнены. Видно, как артисты соскучились по сцене, а зрители – по артистам. Каждый номер награждается искренними аплодисментами. Кстати, в конце сентября народный ансамбль танца «Золотинка» принимал участие в международном хореографическом конкурсе «Танцуй, Россия». Жюри высоко оценило мастерство исполнения и общий сюжет танца у Доганки и удостоило ансамбль диплома лауреата второй степени. Дом культуры «Металлург» открыл новый творческий сезон с участием клубных формирований и художественной самодеятельности поселка Уснера. Впереди в Дом культуры «Металлург» пройдут много мероприятий, планируется. Ко Дню народного единства пройдет конкурс среди трудовых коллективов, да, в рамках спартакиады. Далее у нас планируется постановка детского спектакля. В конце ноября у нас творческий концерт нашего народного театра Дома культуры. Начинаем готовиться уже к новогодним праздникам. Планов очень много. Эта сцена всего лишь малая часть огромной творческой планеты, возрастившей не одно поколение самодеятельных артистов, которые делятся с нами своим талантом и дарят незабываемые впечатления. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Ну а мы рады вас приветствовать, тех, кто к нам присоединился. В эфире самая семейная утренняя программа. Ну, а как распределить домашние обязанности, нам сейчас расскажет психолог Анжелика Винокурова. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы поговорим с вами о том, как же распределять домашние обязанности. Чаще всего в детском возрасте, до 5 лет, ребенок уже старается помогать маме. То есть вытереть стол, что-то сделать, но если есть еще, допустим, дети или еще какие-то обязанности, то мама обычно говорит: так, подожди, я сейчас быстренько сама все сделаю, да? И это проще, это действительно проще, чем ребенок будет все разливать, проливать и так далее. Но уделив время ребенку для того, чтобы научить его, например, то же самое вытирать со стола, да? Ребенок таким образом будет понимать то, что он значим, у него есть место в доме, у него есть свои обязанности, то есть он приносит какую-то пользу. И это, согласитесь, очень приятно для ребенка. В дальнейшем, по мере роста ребенка, конечно, обязанности, они добавляются. Что делать с малышами, да, и вообще? Обычно родители как говорят: убирайтесь дома. И, согласитесь, никто не хочет идти и убираться дома. Чаще всего, как мы поступаем, да, то есть я начинаю убираться, и потихоньку дети начинают привлекаться тоже. Начинают убирать у себя игрушки, начинают перекладывать какие-то вещи. Они же быстрые, поэтому я их прошу быстренько сбегать, прибежать, принести и так далее. И дети с удовольствием включаются в эту игру. В такой более игровой, легкой форме. Ни в коем случае не надо кричать и заставлять ребенка делать то, чего он не хочет. Бывает такое, что ребенок действительно устал, и он не хочет просто сейчас что-либо делать, да? Тут, конечно, нужно будет уже поговорить. Например, если это мытье посуды вечером, то у каждого есть, например, график дежурств и день, когда ребенок моет посуду, а когда он вполне свободен и может заняться своими какими-то делами. Таким образом, маленькими шагами, своим трудом и терпением у вас получится приучить ребенка к тому, что домашние обязанности – это не такая страшная рутина и обуза, да, а что это может быть очень даже легким и веселым времяпрепровождением. И, дорогие родители, конечно же, помните, что мы учим детей своим собственным примером. Ну и небольшая подсказка. Если правильно распределить домашние обязанности, то появится больше свободного времени, которое можно потратить не на залипание в гаджетах, а, например, на чтение. Ну а какую книжку прочитать, мы подскажем далее. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богдан, и сегодня я хочу рассказать вам про книгу «Седьмой отряд». Автор Виктория Лейдерман, популярная писательница детских книг. Начинается долгожданное лето. Главный герой Дима Василько не хочет ехать к бабушке на дачу, но и в школьный лагерь он тоже не хочет. И тут он узнает, что его лучший друг едет в настоящий лагерь. Настоящий лагерь какой-то там на С.
серьезно поговорив с родителями, было решено тоже ехать в лагерь. Лагерь у лучшего друга Костика назывался на «С». Значит, и Димке нужно туда же. Вот только лагерь оказался совсем не на «С». Так они и попали в лагеря по соседству. Они огорчились, и это понятно. Ведь остаться без друга, без родителей, так еще и телефоны забрали. В первый вечер Димка хотел позвонить родителям, чтобы те поскорее увезли его с этого лагеря. Но в лагере у Димки появились новые друзья. Такие же веселые, хорошие и смекалистые. Как раз такие и нужны, чтобы решать лагерные задачки, которые наваливались ежедневно. То дети теряются, ищи их, то лучший друг повис на заборе, снимая его потом всем отрядом. То название отряду придумывать, да еще и с девчонками спорить. То вода в умывальнике холодная, но, как оказалось, это замечательно помогает быстро просыпаться. То лающая собака, запертая в сарае, которая и не собака вовсе. Так еще и пастой надо успеть измазать соседний отряд. Да так, чтобы те ничего не заметили. А дискотека – это ж лучшее изобретение взрослых. Дел очень много, но лето пролетело так быстро, что главные герои даже загрустили, что лагерное время закончилось. Советую вам прочитать эту книгу, прочтите ее мамам, папам. Пусть они перенесутся в детство хотя бы на минуточку, и хотя бы на минуточку вспомнят, как в лагере было здорово. Эту книгу вы можете найти на полках библиотеки ДТК «Центр чтения». Приятного чтения, друзья! Ну а пока младшие члены семьи читают книжки, бабушки и дедушки могут немного отдохнуть. Можно ли в зрелом возрасте восполнить ресурсы здоровья и улучшить самочувствие? Да, считают алданцы, которые занимаются дыхательно-суставной гимнастикой. Такая секция работает в рамках муниципального социокультурного проекта по поддержке пожилых граждан «Активное долголетие». По мнению образовавшейся команды, оздоровительной гимнастикой полезно заниматься в любом возрасте. Ну а почему, узнали наши коллеги. Движение есть жизнь. В этом Маргарита Гриневич убеждена твердо. Всю жизнь она преподавала в школе математику, а на заслуженном отдыхе продолжает подавать пример активности и энергичности внукам и правнукам. Маргарита Федоровна занимается плаванием и трижды в неделю посещает тренировки по дыхательно-суставной гимнастике. Это, во-первых, дисциплина. Это уже, знаешь, просыпаешься и думаешь, куда тебе идти. То на бассейн, то сюда. Это же дисциплинирует. И как бы мы же в возрасте-то, ой-ой, 9-й десяток, поэтому для меня это очень здорово. Неля Просункова тоже всю жизнь посвятила детям. Правда, ее воспитанниками были дошколята. С Маргаритой Федоровной Неля Васильевна дружат давно. В секцию дыхательной гимнастики, открывшуюся в прошлом году, приятельницы тоже пришли вместе. Первые результаты, по их словам, не заставили себя ждать. Во-первых, я держу себя в норме, у меня не повышается ни в килограммы, и все. И когда мы занимаемся всегда, то всегда чувствуешь себя очень таким сильным. Секция по дыхательно-суставной гимнастике образовалась в рамках муниципального социокультурного проекта «Алданское активное долголетие». Тренировки проводит Николай Ташлыков. Ранее он преподавал искусство ушу школьникам. В работе с представителями серебряного возраста тренер использует комплекс оздоровительной гимнастики тайцзи цюань, являющийся одним из видов ушу. У кого малоподвижный образ, большой застой в нижних конечностях, в ногах. И чтобы поднять кровь к головному мозгу, это надо очень поработать хорошо. И мы над этим работаем. И вот кто занимается тайцзи цюань и вообще дыхательной гимнастикой, у него кровообращение лучше. И от этого все пошло оздоровление вообще внутренних органов. Нормализация артериального давления, улучшение кровообращения, укрепление костно-мышечной системы, повышение предела выносливости – ценность тренировок переоценить невозможно. По мнению и тренера, и спортсменов, дыхательно-суставная гимнастика будет полезна в любом возрасте. Лучше не ждать, когда у вас проблемы будут с суставами. Лучше вообще начинается это с любого возраста, по идее-то. И это фактически это фундамент. И потом уже идет больше и больше. Как вот дом строится на фундаменте, на хорошем. Тогда и все пойдет дальше. Да, вот.
не будет рассыпаться, как карточный домик. Летом занятия по дыхательно-суставной гимнастике проходят на свежем воздухе. С наступлением холодов тренировки проводятся в зале Дома культуры. По мнению жительниц Алдана, наряду с несомненной пользой для здоровья, важным является общение в группе. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну, конечно, самое главное – это всегда поддерживать себя в тонусе. Например, если есть возможность, можно дойти до работы пешком, прогуляться. Тем более, что погода пока позволяет, пока не так сильно холодно. Ну, а сейчас мы хотели бы передать слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Товарооборот Китая и России по итогам первых 9 месяцев текущего года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 163 тысячи миллиардов долларов. По данным таможни, Китай за январь-сентябрь ввез в Россию товаров на 73 тысячи миллиарда долларов. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 11,3%. Поставки из России в КНР сократились на 7,7%. Составив 90 тысяч миллиардов долларов. В Якутии продолжается масштабная модернизация системы среднего профессионального образования. В рамках федерального проекта в Якутском промышленном техникуме открылись 4 новые мастерские, оснащенные по последнему слову техники. Финансирование проекта составило более 40 миллионов рублей. Теперь студенты, обучающиеся по направлениям сварочное дело, ювелирное дело, электромонтаж и лаборатория КИП, будут осваивать практические навыки на современных станках 3D-принтерах. Отмечается, что это часть большой программы. Всего в этом учебном году в колледжах и техникумах республики открыто 20 учебно-производственных цехов, созданных с учетом потребностей экономики Дальнего Востока. Дальневосточные мастерские, да, это для нас как глоток свежего воздуха, скажем так. Да. Мы обновили наше оборудование старые, все по стандартам заказали. И, конечно же, новые технологии, которые сейчас уже есть. Это как VR-очки для электромонтажа, тренировочный пост в сварочном технологии. Да. То есть ребенок, когда пользуется этим сварочным аппаратом, на компьютере уже выходит его ошибки. Помимо этого, у мастерской KPA мы закупили новые аппараты по стандартам демонстрационного экзамена. Да? В Якутске прошел специальный мастер-класс по изготовлению сенсорного фартука. Этот аксессуар станет инструментом профилактики когнитивных расстройств и замедления развития деменции. Различные бусины, молнии, пуговицы и карманы на фартуке расположены не просто так. Они разработаны специально для поддержания активности мозга и улучшения концентрации внимания у пожилых людей. Организаторами выступила школа 3-го возраста. В дальнейшем планируется и дальше проводить подобные мастер-классы по изготовлению сенсорных фартуков для пожилых. Человек, уже начинающий болеть этой болезнью, он чем-то должен руки занять, потому что вы, наверное, уже наблюдали у себя, да, допустим, если у вас есть родственники такие, да, что все время у них шевелятся пальцы, они куда-то что-то все в карман ложат, потом их, если потеряют, не дай бог, там у них уже как маленький уже стресс начинается, поэтому у них всегда должен быть карман. Именно напальчиковая вот нейрогимнастика у них происходит, да? С 20 по 31 октября будет проходить первый форум по обмену эффективными практиками реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в субъектах Российской Федерации. Одним из участников данного форума является коллектив детского сада «Бегик» Нюрбинского района. Еще весной этого года они принимали участие на всероссийской сессии практиков дошкольного образования, который проходил в Якутске с участием 130 педагогов из 15 регионов России. Их практика рассказывает наследие народа, раскрывает наследие народов Саха через изучение героического эпоса Олонхо. Практику успешно внедряют более 35 лет, представят ее и на форуме. Изучение народного эпоса Олонхо за все это время на примере детского сада «Бегик» показывает, что может развивать важные личные качества и умения, многие из которых универсальны и применимы в повседневной жизни вне зависимости от национальности ребенка.
Данная работа у нас ведется с 90-х годов по парциальной авторской программе УТУМ нашего ветерана в те годы старшего воспитателя Тамары Леонидовны Ильиновой. Практика посвящена формированию у детей чувства патриотизма, гражданственности и уважения к историко-культурному наследию народа Саха через изучение и восприятие образов, ценностей героического эпоса «Ламфа». Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Но мы продолжаем, и у нас достаточно интересная и щепетильная тема. Главный редактор журнала «Журфикс» и общественница Яна Угарова предложила штрафовать молодежь за маты в общественных местах. Законотворческая инициатива прозвучала 13 сентября во время пресс-конференции мэра Якутска Евгения Григорьева. Яна Угарова мотивировала свою инициативу штрафовать за нецензурную брань тех, кто тем, что хочет бороться за чистоту любимого русского языка. На что мэр, в свою очередь, ответил, что штрафовать молодежь за матерные слова в общественных местах не представляется возможным. Сегодня мы решили разобраться в этой теме. Действительно ли молодежь нашего города злоупотребляет, так сказать, нецензурной лексикой, и можно ли как-то на это воздействовать? Но обсудить столь щепетильную тему к нам в студию пришел председатель Общественной палаты 5-го состава Андрей Высоких. Доброе утро. Доброе утро, Руслан. Андрей Анатольевич, вы, кажется, высказывались на эту тему. Очень интересно ваше мнение и что об этом думает Общественная палата. Ну, на самом деле, еще нет месяца, как был создан 5-й состав Общественной палаты города Якутска. И вот мы... то есть проблем в городе много. И мы что такое Общественная палата? Это перемычка между горожанами и руководством города в лице администрации города и городского собрания наших депутатов. Поэтому мы имеем только рекомендательный характер своих действий. То есть мы законодательные никаких, мы никакого бюджета не принимаем. У нас вообще ничего нет, кроме как поговорить, вытащить наружу какую-то проблему и попробовать ее обсудить, найти решение этой проблемы и уже предложить руководству города и депутатам. И в том числе мы говорили как раз о том, что мы готовимся к 400-летию города Якутска, будет через 7 лет. Мы посадим деревья, мы красиво, действительно город преображается, что говорить. Мы покрасим дома, почистим дворы, сделаем новые тротуары. Но кроме этого всего нужно еще сделать чистоту наших отношений, или поднять уровень граждан, горожан на тот уровень, чтобы быть достойным все-таки этого большого события 400 лет города Якутска. И это на самом деле очень важная проблема. Я не знаю, почему так ее замалчивают. То есть, во всяком случае, с больших экранов мы это не слышим. Что давайте как-то все-таки воспитывать молодежь, детей, в плане того, что мы все-таки не надо сквернословить, не надо говорить эту непотребность, так называть, непотребную лексику. Инициатива отходит, естественно, опять же от горожан, да, то есть зайдите в автобус, мне рассказывают, захожу в автобус, на 203-м заходит группа школьников, мальчики, девочки, и они не просто шепчутся матом, они очень громко разговаривают, потом они еще спели песню на одних матах, и никто им не делает замечаний. Понимаете, это на самом деле это страшно. Страшно, я понимаю, когда идет пьяный молодой человек, мужчина, и ему сложно что-то сказать, потому что он тут же примет антимеры, да, вместо тебя. Но делать замечания, мне кажется, это с чего надо начинать. И на самом деле люди реагируют на замечания. Опять же, из опыта, так сказать, горожан, мне говорят, что когда сказала, девочки, вы же в общественном месте. Они тут же затихли. Когда кто-то из мальчиков при них сматерился, они ему уже полушепотом, ты же в общественном месте. То есть, понимаете, говорит, с этим невозможно бороться. А вы пробовали бороться вообще? Бороться, слово такое тоже не очень, наверное, актуально здесь. Что-то надо делать. И мы внутри Общественной палаты тоже дискутировали на нашем очередном заседании, и сейчас и в чате. Наказывать, как предложила Яна Угарова, на самом деле невозможно. То есть у нас законодательно можно штрафовать человека до 1000 рублей при том, что я оскорбляю вас лично каким-то
нецензурной бранью. И на основании этого может быть составлен протокол и так далее, и так далее. То есть Ну, это там на еще судебное, наверное, разбирательство. Да, то есть обязательно не просто вот я, так сказать, сквернословлю, а обращаюсь к кому-то, и оскорбляя кого-то. Поэтому это практически невозможно. А вот просто одергивать людей, как-то работать в школах. Кстати, вот одна из инициатив, уже вчера тоже общались с Марией Петровной Петровой, это руководителем образования города Якутска. Почему бы не сделать, не вернуть поведение за оценки в школах? Потому что сегодня дошло до того, что ученики разговаривают с учителем на матах, и она ничего не может сказать им. У нее нет рычагов давления на него. А когда он круглый отличник, он идет на золотую медаль, а по поведению раз ему двоечка. И золотой медали нету. Или нет хороших оценок по четверти, по году, по ЕГЭ и так далее, и так далее. Сегодня эксперимент уже идет в некоторых регионах России. Кстати, он до 1989 года была эта оценка за поведение. Потом ее отменили. Почему? Вот тут опять вопрос, да. Вспомните вот начало 90-х, когда к нам пришли, так сказать, ребята с распальцовкой в кожаных куртках, и мат вышел на улицу так, что это стало нормальным разговаривать на этом языке. Тогда ты подчеркиваешь свою какую-то значимость, свое какое-то величие или там, не знаю, власть. Хотя он может 1,30 м ростом, но он хочет показать свою власть над тобой. И именно разговаривает таким языком. Поэтому тут очень сложно. И Лихачев, кстати, тоже говорил, что вот он когда был в местах не столь отдаленных, то он говорил, если ты не разговариваешь матом там на зоне, то тебя считают, каким-то никаким. А если вот ты начал говорить матом, тогда ты из их круга. Поэтому мы понимаем, что внутри, например, какого-то помещения, да, будем так это называть, люди не могут говорить на языке Пушкина там, или так далее, и так далее. Ради Бога, говорите там внутри. Но выйдя или из кабинета, где сидели директора там, акционерной компании, разговаривали на своем языке, внутри, понятном им, да, то выйдя на улицу, пожалуйста, оставьте это все внутри себя. Не показывайте пример детям. Поэтому вот это вот все вылилось так же, как вот в армии, да, то есть еще Петр I, был указ Петра I о запрещении мата вообще на флоте и в войсках. Но с приходом, так сказать, советской власти, к власти кто пришел? Рабочие крестьяне. И они вот опять же, поднимая свой авторитет вокруг, начали говорить не так, как надо говорить русскому офицеру, а так, как было угодно. А если ты говорил не на том языке, тебя просто ставили к стенке, потому что, ты интеллигенция, и так далее, и так далее. И это все, вот так, к сожалению, это все вот впиталось в нашу действительность. Хотя мы, вот вспомните свое детство, если ты на улице сматерился, тебе любой взрослый мог подойти там или за ухо дернуть, или как минимум отдернуть тебя за это сквернословие. Сейчас попробуй что-нибудь скажи, тут же прибежит я ж мать или я ж отец, почему ты моему сыну делаешь замечание. Ну, на ваш взгляд, тогда какие есть пути решения этой проблемы? А вот тут надо говорить с людьми внутри, да, то есть общества нашего. Мы же все живые люди, мы же все понимаем, что все равно все идет из семьи. Посмотрите, на улице, вот у нас на 202-м рядом футбольная площадка, дети играют от 5 до 8. Я таких слов не знаю, хотя я с 15 лет постройки. То есть, и опять же, их нельзя дернуть, потому что вот родители, сами не подозревая того, встают на защиту своих детей, и дозволяя им это все. Но раз ему дозволено вот так себя вести, иногда хочется сказать, раз ты такой свободный, такой смелый, что ты материшься при девочках, там, при своей маме, при бабушке, то, зачем ты ищешь туалет? Сходи здесь на тротуаре. Ты же свободный человек, ты делай, что хочешь. Что тебя останавливает? Смешно, но вот на самом деле это грустно. Да, действительно, очень, как было сказано, щепетильная тема и достаточно важная. Я думаю, что может быть, какое-то решение, какой-то путь все равно будет найден. И действительно, в головах молодежи, да, подрастающего поколения, надеюсь, уляжется вот это разграничение, да, по крайней мере, хотя бы, да, чтобы в общественных местах, конечно, не использовать нецензурную лексику.
Спасибо вам большое. Желаем вам доброго утра. Ну, а чтобы наш эфир не заканчивался на такой достаточно серьезной ноте, хотелось бы вам показать несколько интересных кадров. Жители со всей страны стекаются на южнокорейский травяной остров Пхочон, чтобы посетить фестиваль розовой Мюлленбергии, посвященный волосовидному розовому растению Мюлленбергия. На кадрах, снятых в четверг, дети скатываются с розового песчаного холма на ледянках, пока взрослые неспешно прогуливаются по территории, фотографируются на фоне цветных елок и едят мороженое. Фестиваль Pink Muli проходит с 20 сентября по 3 ноября. Организаторы предлагают гостям прогуляться по розовым полям, воспользоваться цветочными фотозонами и отвезти детей на тематические аттракционы. Ну что, я думаю, мы подняли вам настроение, дали много интересной информации. Увидимся с вами в четверг, послезавтра.